Для производства пива России необходимо около 800 тысяч тонн хмеля, а зеленого золота в стране производят всего 200 тонн. Как стимулировать расширение площадей по производству хмеля, как развиваться в период ограничений? И эти и другие вопросы обсудили сегодня. В 90-е в стране производили 3000 тонн хмеля ежегодно. Ситуация изменилась, когда в Россию пришли крупные зарубежные пивоваренные объединения. Они завоевали полки на этом рынке. Таким образом, наш хмель стал невостребованным. Надо признать, то есть мы сами, россияне, уничтожили свой хмель в свое время. Свои хмель-плантации и так далее. И теперь восстановить, конечно, все это не очень просто. У нас была проблема с оборудованием, с техникой, с комбайнами, сушилками. Этот вопрос, он практически, скажем так, решен. И окупаемость наших проектов с 15-17 лет, она достигнет 5-6 лет. Тогда мы уже можем и предлагать. И я уверен, что хмелеводство Чувашской Республики развиваться будет. Для достижения этой цели в Чувашии созданы все условия. Государство всячески старается поддерживать производителей хмеля, компенсирует 80% расходов за посадку и уход за саженцами. Что касается переработки, вернут половину. За установку оборудования для орошения можно получить до 70% стоимости. Сегодня хорошо, что есть такие субъекты, как Чувашия, которые на самом высоком уровне пытаются поддержать хмелеводов, вывести их на федеральный уровень, обозначить эту проблематику. Хорошо, что такие примеры есть. Но на самом деле, вот сейчас, на текущий момент, кроме Чувашии, возможно, таких примеров больше и не найдется. В выращивании хмеля действительно много тонкостей и вопросов. Сергей Артамонов отметил, что в ближайшее время состоится еще одна встреча, чтобы обсудить все подробности. Милена Алексеева, Алексей Зотиков, Георгий Кривошеин, Республика.